Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 116 рублей 75 копеек. Евро остановился на отметке 128,95. Покупают сегодня американскую валюту по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 110 рублей 2 копейки. Продает по лучшей цене также Азиатско-Тихоокеанский банк за 134,46. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у ОТП банка за 115 рублей. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 146 рублей 48 копеек. В России создали цифровой сервис «Биржа импортозамещения». С его помощью будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Система также снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия. В дальнейшем цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией, отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Как уточнили в Минпромторге, сервис запущен в связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию. Он реализован на электронной торговой площадке «Газпромбанка» на базе государственной информационной системы промышленности. Министерство финансов России соберет предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на фоне санкций не менее чем на 10% в этом году. Это не затронет социальные и иные публичные нормативные обязательства. Как ранее отмечал министр финансов страны Антон Силуанов, несмотря на санкции, все бюджетные обязательства, в первую очередь социальные обязательства, будут исполняться в первоочередном порядке. Он заверял, что ресурсы для этого есть. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин говорил, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 триллиона рублей. В Якутске подпишут распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению сбалансированности бюджета города. Об этом во время общегородской планерки сегодня сообщил глава города Евгений Григорьев. Перечень мер включает сокращение дополнительных расходных обязательств бюджета, оптимизацию расходов в связи со снижением доходной базы из-за сложной текущей экономической ситуации. Участники программы «Дальневосточная ипотека», столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут обратиться в банк за отсрочкой выплат или уменьшением суммы платежа. Кредитные каникулы можно оформить на срок от 1 до 6 месяцев с уменьшением или заморозкой платежей без штрафов. Меру поддержки выбирает сам участник льготной ипотеки. 7 жителей республики, находящиеся на территории Украины, выразили желание вернуться в регион при стабилизации ситуации. Так, одна гражданка Российской Федерации находится во Львове. Супружеская пара, муж россиянин и жена украинка, находятся в пригороде Крапивницкого Кировоградской области. Еще 2 граждан Российской Федерации, пенсионеры, пребывают в городе Жмеринки в Винницкой области. Один уроженец Украины, работающий в Якутии вахтовым методом последние 8 лет, вернулся в Каховку Херсонской области, чтобы получить документы для оформления российского гражданства. В городе Марганец Днепропетровской области находится женщина из Якутии, которая поехала ухаживать за больным родственником. Кроме этого, сообщается о семье, с которой родственники потеряли связь. В России заблокировали социальную сеть Инстаграм. Согласно заявлению Роскомнадзора, доступ ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян. Ранее о блокировке ресурсов в полночь 14 марта сообщили в Роскомнадзоре. Также россиян уведомили через рассылку портала госуслуг. В ней Роскомнадзор напомнил, что Россия имеет свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети ВКонтакте и Одноклассники. В своем сообщении представители Роскомнадзора также отметили, что одной из целей блокировки является обеспечение психологического здоровья граждан. 1 марта многими западными киностудиями, в том числе Sony, Disney и Warner Bros., было принято решение о прекращении показа фильмов на территории России. Санкции коснулись не только государственных, но и частных кинотеатров. Подробности в сюжете Оксаны Устиновой.
Россия на протяжении последних лет является одним из ключевых рынков сбыта для Голливуда. По данным компании Comscore, только в прошлом году релизы «Фабрики грез» заработали в нашей стране $601 миллион. Поэтому российские представители крупных компаний свою деятельность не останавливают и находятся в ожидании дальнейших решений. По версии экспертов, есть два варианта развития событий. Пауза продлится до мая, либо затянется на полгода. И тогда у зрителей появится шанс увидеть пропущенные премьеры, но позже всех остальных в мире. Никогда не задавались вопросом, почему нету латиноамериканских фильмов, итальянских, китайских фильмов или индийских фильмов, которые раньше были в нашем прокате. Потому что Голливуд диктовал свои условия, и поэтому они не могли попасть в наш кинорынок. И вот сейчас в этой ситуации появляется возможность, что мы можем посмотреть уже другие страны. По словам кинокритиков, Россия может пойти по пути Северной Кореи и Китая, которые в принципе обходятся без Голливуда. Поэтому такой поворот событий может замотивировать российскую аудиторию обратить внимание на отечественное кино. В Якутии мы наблюдаем последние 10 лет и последние 5 лет особенно так называемый культурный процесс мобилизации этничности, этнизации городского пространства, вообще культуры как таковой, ревитализации традиций. Да? И одно из проявлений этого мобилизации этничности, интерес к традициям, вообще рост традиционализма, это большой интерес к фильмам именно в Якутии, снятым в Республике Саха-Якутия, снятыми на якутском языке. И если оценивать с точки зрения санкций, да, то с одной стороны это хорошо. Почему? Потому что основные конкуренты мировые, они уйдут с арены, и первую волну этого на себя примут именно якутские фильмы. На особый колорит якутского кино давно обратили внимание на крупнейших кинофестивалях, но кинорынок диктует свои правила. Должно быть и мейнстримные картины, которые понятны и близки широкому зрителю. И, похоже, региональным кинематографистам эта задача по плечу. И сейчас кинотеатры республики увеличили прокат якутских кинокартин в своей сетке. Так, в кинотеатре «Лена» через каждые 2 недели будут показывать наши фильмы. Конечно, отказ от показа фильмов голливудских студий очень сильно скажется на нашей работе. Как вы понимаете, сейчас сезон блокбастеров. Но, с другой стороны, у нас за время пандемии накопилось очень много якутских фильмов, фильмов российской кинокомпании. Но в то же время у нас есть фильмы независимых кинокомпаний, европейских, российских и американских. Также на нас вышли наши партнеры из Казахстана. Нам написали партнеры, которые занимаются индийскими фильмами. Мы, конечно, не волнуемся, что голливудские фильмы приостановили, но мы будем все равно ходить. Также есть другие фильмы, зарубежные, всякие разные. Ничего страшного, если все равно голливудские не будут показывать. Я все равно буду ходить в кинотеатр. Мое мнение такое, что ничего особенного не отразится. Я думаю, у нас своих российских фильмов много, старых фильмов много, так что Саха-фильм много фильмов. Так что вариантов много, надо только выбрать, что показать. И до этой ситуации наши картины всегда били рекорды по кассовым сборам, опережая те же голливудские новинки. Но заполняемость залов в ближайшее время все же может снизиться. Это связано с уходом с рынка ekt.ru. Портал давал возможность приобретать билеты в любой кинозал онлайн. Теперь зрителю придется покупать билеты либо в кассе офлайн или на сайте кинотеатра, что не совсем удобно, особенно молодежи. Оксана Устинова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутск. Жители Москвы отметили повышение цен в магазинах. Накануне покупатели поделились мнением о ситуации. Москвич Владимир Кирюхин сообщил, что не заметил серьезного изменения стоимости товаров в продовольственных магазинах. Цены растут, потому что нас давит, Запад давит, а мы сопротивляемся. Другой местный житель заявил, что рост цен не зависит от обстановки в стране. Это не зависит от обстановки в стране, просто люди резко подняли цены. Товары местные, которые выпускаются в России, также крупа, тоже мясо.
причин нету, чтобы поднимать цены. В свою очередь, сотрудница магазина «Перекресток» Анна рассказала, что рост цен – естественный процесс в рыночной экономике. Дефицита нет. Это искусственный кризис, который придумывают наши покупатели, которые затаривают тележками. А вот в Саратове и Нижнем Новгороде возрос спрос на товары первой необходимости. В магазинах опустили полки с сахаром и крупами. Местные жители скупают продукты в магазинах. Подробности далее. Некоторые покупатели удивились дефициту на полках и предположили, что поставщики испытывают сложности с доставкой товаров. Я ничего не покупаю. Мандарин, вот половинку хлеба. Ничего мне не надо пробовать. Зачем? Что глупость. Ну что же, вот нас пугают нас, а мы вот боимся ведь. Да что это нужен? Без сахара, без воды, нет его нигде. Вместе с тем сотрудница супермаркета рассказала, что большого спроса на товары в сети не наблюдается. А ажиотаж вообще есть на продукты? Да нет. В администрации города Саратова сообщили, что временный дефицит некоторых позиций товаров создается исключительно за счет высокого покупательского спроса. Запас товаров на логистических складах имеется в достаточном количестве, говорится в заявлении. В Саратове отмечается повышенный потребительский спрос на муку, крупы, сахар, соль, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы. В Ленском районе Якутии создадут полугодовой запас продуктов. Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда. Оператором выступит цех переработки, это бывший молокозавод. Будут закупаться мучные, макаронные изделия, консерванты, соки. Все то, что может долго храниться и связано с детским питанием. Муку планируется завести на год вперед, чтобы в случае необходимости оказывать помощь пекарям в поселениях района. Об этом сообщил глава Жумарт Абельманов. Также в районе планируют создать комбинат школьного питания и единого центра закупок, что позволит обеспечить район продовольствием на год. Кроме того, в Ленске дополнительно откроют социальные магазины местной продукции, где социально незащищенные слои населения смогут покупать товары по доступным ценам. Федеральный закон по поддержке стройотрасли и ЖКХ принят на пленарном заседании Госдумы. Он разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в изменяющихся социально-экономических условиях. Закон также одобрен Советом Федерации и Федерального собрания страны. Законом устанавливаются особенности осуществления градостроительной деятельности, земельных отношений, государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, отдельных отношений в сфере долевого строительства в этом году. Принятие второго пакета антикризисных мер позволит обезопасить граждан, которые участвуют в договорах строительства, поддержать застройщиков и создать условия, в которых строительная отрасль и экономика страны в целом сможет продолжить стабильно выполнять поставленные перед ней задачи. Московская госинспекция по недвижимости начала привлекать к своей работе робособак. Они будут ходить по улицам города, фотографировать и снимать на видео заданный маршрут. Робот оснащен лидаром, то есть световым радаром, измеряющим расстояние и формирующим вокруг себя точную карту трехмерного пространства. Планируется, что данные технологии смогут помочь госинспекции в проведении замеров объектов недвижимости. У нас квадрокоптер, который приносит нам наибольший объем информации, иногда попадает в ситуацию, когда мы их использовать не можем. Это бесполетные зоны, это те территории, где небо закрывается по тем или иным причинам. И там нам нужен помощник на земле, который будет достаточно эффективно проходить территорию и выявлять те признаки нарушений, которые выявляли наши инспектора. Поэтому, собственно, пришла идея изучить опыт применения вот таких вот роботизированных механизмов. Ну и, собственно, сейчас мы активно это тестируем и думаем, что будет успешный опыт у нас в инспекции применения именно робособак. По словам начальника госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, робособаки не представляют угрозы как для жителей, так и для предпринимателей. В первую очередь, конечно же, мы будем использовать в Центральном административном округе. Это зона самая сложная с точки зрения полетов и изучения территории. Поэтому пока не думали о том, сколько нам в количестве их понадобится, но думаем, что это будет не очень большое количество. Я думаю, до 10 штук.
Первый в истории прямой регулярный рейс марокканского национального авиаперевозчика Royal Air Maroc в воскресенье прибыл в Израиль. В январе прошлого года Марокко и Израиль подписали соглашение об осуществлении прямых авиарейсов между двумя странами. На борту лайнера прибыла делегация из 80 марокканских бизнесменов. Они проведут в Израиле 3 дня и примут участие в экономическом форуме под эгидой Министерства иностранных дел Израиля и Министерств экономики и регионального развития. Ваган Хачатурян вступил в должность президента Республики Армения. Он принес присягу и официально вступил в должность в Ереване. Хачатурян заявил, что Армения находится перед лицом сложных региональных и международных вызовов. Кроме того, политик поблагодарил избирателей за доверие и пообещал при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и всеми силами способствовать укреплению национального единства. Парламент Армении во втором туре избрал Хачатуряна новым президентом республики. За его кандидатуру проголосовал 71 депутат. Бывший президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке 23 января. В Туркменистане прошла демонстрация ахалтекинских лошадей. Это кони – национальное достояние туркменского народа. Они являются древнейшей из культурных пород лошадей и считаются эталонной верховой лошадью. Существует мнение, что ахалтекинская порода лошадей была выведена около 5000 лет назад на территории оазиса Ахалтеке. Она прекрасно приспособлена к жаркому климату Туркмении. Наряду с арабской и чистокровной верховой породами она относится к числу чистокровных пород лошадей. На протяжении всей истории существования ее не скрещивали с другими породами для улучшения или воспроизводства. Лошадь изображена на государственном гербе Туркменистана. К другим темам. Суд арестовал основателя компании «Хронопэй» Павла Врублевского по подозрению в мошенничестве. В случае, если Врублевского признают виновным в мошенничестве, ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также предпринимателя подозревают в совершении кражи в составе организованной группы. За это преступление также можно получить до 10 лет. По предварительной версии, Врублевский с 2019 года предлагал пользователям в интернете пройти опрос или удачно спрогнозировать курсы валют и акций. За это им полагалось денежное вознаграждение. Кроме того, людей приглашали принять участие в торгах на бирже и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль. Пользователи должны были оплатить регистрацию на интернет-площадке или погасить комиссию за передачу вознаграждения. Полученные средства злоумышленники похищали. 2 человека погибли при пожаре в доме в микрорайоне Марха. На момент прибытия пожарных горел частный дом и гараж по всей площади 155 квадратных метров. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, выехала следственная оперативная группа. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 21 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники. В Якутии задержана аферистка, обманом похитившая у бизнесменов более 60 норковых шуб. В полицию города Якутска обратились 4 предпринимателей. По информации заявителей, они передали норковые шубы для дальнейшей реализации знакомой женщине. Однако недобросовестный коммерсант не предоставила выручку и перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей. 46-летняя местная жительница задержана. Она сбыла товары в ломбарды, а вырученными средствами распорядилась по своему усмотрению. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Житель Нерингри лишился денежных средств, разместив объявление на интернет-сайте, после чего ему позвонил мужчина и сообщил, что хочет купить обогреватель. А для осуществления предоплаты попросил назвать номер банковской карты и код подтверждения из СМС-сообщения. Не заподозрив подвоха, потерпевший продиктовал все данные, после чего обнаружил, что ему стали поступать сообщения о списании денежных средств. Всего с карты потерпевшего было похищено 29 500 рублей.
А электрик из Знамского района инвестировал мошенникам более 1 миллиона рублей. По словам заявителя, в популярном видеохостинге он увидел рекламу компании «Газпром Инвестиции». Перешел по ссылке и заполнил анкету. После этого мошенники не заставили себя долго ждать. Тут же ему с неизвестного номера позвонил мужчина и представился брокером. В ходе продолжительного общения злоумышленник предложил приобрести акции и криптовалюты и заработать быстрые деньги. Согласившись и желая приумножить свои сбережения, мужчина последовал инструкциям афериста. Он установил в телефоне программу Skype, с помощью которого лжеброкер следил за всеми его действиями. Внес первые 15 тысяч рублей. В последующем мошенник, обещая высокую прибыль на фондовом рынке, убедил мужчину оформить 3 кредита, дебетовую карту и перечислить на подконтрольные счета все деньги. Таким образом, в течение месяца лжеброкер выманил у потерпевшего более 1 миллиона 48 тысяч рублей. 15-летняя жительница Волгограда Александра Ефремова осталась без лекарств, необходимых для лечения редкой разновидности анемии. Подробности в следующем материале. Первые симптомы у Саши появились в 2018 году. Слабость и головокружение сопровождают подростка постоянно. Ефремова-младшая ежемесячно принимает 2 дорогостоящих лекарства для поддержания уровня гемоглобина. Оба препарата положены ребенку по закону. Диагноз у нее не подтвержден, поэтому лечить нас не могут. Как такового диагноза нет. Лечения никакого предложить не могут, только радикальное предложили трансплантацию костного мозга, поставили, внесли в регистр доноров и нашли 2 доноров из Германии. Трансплантацию позже отменили из-за проблем с доставкой донорских материалов. Материал донорский везут через коридоры Турции. Когда был уже ковид, уже практика такая была. Если закроют Турцию, как она сказала, через Эмираты будут везти, другой коридор. Но препараты, которые нужны для того, чтобы провести саму трансплантацию, сейчас вот и курс доллара, и закрыты границы, врачи не знают, как их будут получать, когда будут получать. И вообще мне сказали, у вас же не лейкоз. Вы стабильно тяжелые. По информации СМИ, Ефремовой в феврале направили жалобу о неисполнении судебного решения Комитетом здравоохранения области, удовлетворенного ведомством по заявлению прокуратуры в ноябре прошлого года. Тогда начались первые проблемы с предоставлением необходимых лекарств. По словам Натальи, в комитете до сих пор не могут предоставить информацию о том, когда семья получит препарат. Препарат она принимает каждый день. Им обеспечивает нас Министерство здравоохранения, Комитет здравоохранения Волгоградской области. Это на 4 переливания, на 2 госпитализации. Саша переливается 1 раз в месяц, каждый месяц мы лежим. Это на 2 месяца. Из-за плохого самочувствия 15-летняя Саша проводит большую часть времени дома. Головокружение, нечем дышать при физической нагрузке. Очень сильно начинает биться сердце. Да и, наверное, толком все. Вот бледность. Периодически появляются маленькие синяки, которые вот прям фиолетовые, как лопнувший сосудик, что ли. Ефремовы надеются, что, несмотря на введение санкций в отношении России, проблемы с поставками решатся. Когда путешественник покупает билет на самолет, он заключает с авиакомпанией договор перевозки. Согласно документу, авиакомпания должна доставить пассажира в пункт назначения, который указан в билете. А что делать, если поездка отменилась? Как вернуть деньги за авиабилеты и туры? Об этом подробнее расскажет наш юрист. Доброе утро, дорогие друзья. Итак, у нас сегодня сложная тема – это возврат авиабилетов. Понимаю, что рушатся планы, но давайте поговорим о правовом основании. Итак, большинство перевозчиков предлагают клиентам перебронировать на другие рейсы или вернуть деньги. Это Аэрофлот, Россия, Азимут, Нордвинд, Рендвинд, Победа, S7 Airline, Якутия готовы сделать только полный возврат средств. В некоторых авиакомпаниях он происходит автоматически, но чаще всего необходимо обратиться с заявлением о возврате денежных средств при возврате билетов. Возврат происходит не более чем 30 дней. Если через 30 дней вам не ответили, денежные средства не пришли, тогда вы можете обратиться уже
получается, с претензией и посчитать проценты за то, что вам не своевременно вернули денежные средства. Что касается электронных продаж, то есть это Тутуру и другие сайты, они утверждают, что можно сделать такое же заявление, обратиться в личном кабинете пользователя. То есть также через личный кабинет вы пишете обращение, получается, на провайдер, и они должны перечислить вам денежные средства обратно на карту. Основание возврата является статья 108. Федеральных авиационных правил – это вынужденный возврат. Чаще всего сейчас происходит возврат в связи с невозможностью перевозчикам исполнить обязательства по независящим от него причинам. Если вы хотите сдать билеты по другим причинам, например, увеличилась продолжительность перелета, то есть он стал неожиданно с пересадками, да, получается, или вы просто находитесь в стрессовой ситуации от сложившейся обстановки и передумали ехать в том направлении или вообще отменили отпуск, также вы можете обратиться. Потому что замечу, что пункты 2, 3 статьи 108 – это не исчерпывающий перечень правил. То есть это у нас что? Это болезни, смерть члена семьи, изменение перевозчиком маршрута, задержка отправления самолета и другие основания. Это не исчерпывающий перечень. Следовательно, тот факт, что сложилась стрессовая неблагополучная ситуация, также является форс-мажором. И я полагаю, что перевозчики пойдут навстречу и вернут вам денежные средства. Если это не произойдет, полноценно обращайтесь с претензией, прикладывайте документы о том, что вы отменили отпуск, изменили свои планы. И это, я полагаю, тоже достойное основание для того, чтобы осуществить возврат. Ну, надеюсь, что все скоро будет хорошо, дорогие друзья. Не переживайте, держите себя в руках, а мы всегда вам поможем. В Якутске назначен глава автодорожного округа. Им стал Николай Абаюков, с 2021 года работавший заместителем руководителя по общим вопросам в том же округе. Николай Сергеевич в 2010-м окончил Якутский государственный университет по квалификации экономист по специальности финансы и кредит. Общий трудовой стаж Абаюкова более 10 лет. Презентация ключевых мероприятий, приуроченных к столетию образования Якутской ССР, состоится 15 марта в столице республики. В 11:00 по якутскому времени на площадке мультимедийного центра «Саха-Медиа» организаторы представят календарный план. Представители районов расскажут о ходе исполнения целевых задач и проектов. Также на мероприятии презентуют уникальную памятную серебряную монету столетия образования Якутской ССР, Центробанка, брендированные банковские карты и юбилейный нагрудный знак. Зрителям и гостям впервые покажут видеоролик о вручении памятного сувенира – серебряной погремушки первому ребенку столетия. Представят погремушки для 100-го и 1000-го ребенка, а также для детей, рожденных в День государственности Якутии 27 апреля 2022 года. Посмотреть презентацию можно будет в онлайн-формате. На территории Нерингри с февраля месяца ведутся работы по механизированной снегоочистке дорог. Как справляются коммунальщики с этой задачей? Какие работы ведутся сегодня? Интересовалась Ирина Кичигина. Она сейчас на прямой связи со студией. Ирина, приветствую, вам слово. Приветствую тебя, Кристина. Несмотря на то, что основной объем работ уже выполнен и большинство улиц города уже очищены от снега, дорожным службам не приходится расслабляться. Что уже сделано и что еще предстоит сделать, нам расскажет начальник отдела дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Юлия Чумакова. Юлия Анатольевна, здравствуйте. Какие работы вообще по очистке ведутся? Здравствуйте. На сегодняшний день ведутся работы по механизированной снегоочистке проезжей части дорог, а также очистка с вывозом снега. Ведутся активно работы по очистке механизированной внутриквартальных проездов с вывозом снега. Для безопасности пешеходов очищаем тротуары. Кто выступает подрядчиком? У нас два подрядчика по автомобильным дорогам. У нас акционерное общество «Дорожник», по внутриквартальным проездам ООО «Трансплюс». Какая техника задействована и сколько? На очистке автомобильных дорог и внутриквартальных проездов у нас задействовано более 10 единиц техники. Это погрузчики, грейдера, самосвалы для вывоза снега, также маленькие бобкеты, это для очистки внутриквартальных проездов. А вот куда вывозится весь этот снег? Снег вывозится на специализированные места. Это места складирования снега. Они согласованы с управлением архитектуры и градостроительства города.
Какие улицы уже очищены и что еще предстоит сделать? Произвели очистку по всему городу. Но комплексная механизированная очистка произведена по проспекту Ленина полностью. Проспект Мира – это участок от Дружбы народов до Комсомольской правды. Улица Чурапчинская, улица Южно-Якутская от проспекта Мира до Дружбы народов. Улица Пионерная. Это произведена комплексная механизированная снегоочистка с вывозом снега. А сейчас что-то идет, какие-то работы? На сегодняшний день ведутся работы точечные, то есть по вывозу снежных валов, а также очистка улицы Разрезовской. И будем смотреть уже по мере необходимости далее направление техники. А вот как вы определяете эту меру необходимости? Ежедневно специалисты производят объезды по городу и распределяют технику на очистку. Спасибо, Юлия Анатольевна. Несмотря что у нас на календаре уже весна, мы знаем наши погодные условия, снег еще может выпасть, поэтому специалисты дорожных служб находятся в ожидании, и все готовы к тому, что, если надо будет, улицы города будут очищены. Кристина. Спасибо. На прямой связи со студией была моя коллега Ирина Кичигина. А с начала года на снежный полигон Якутска вывезено 227 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил Владимир Амосов, директор службы эксплуатации городского хозяйства. С начала марта вывезено более 20 тысяч кубов снега, а всего за зимний период более 360 тысяч кубов. Временные ограничения электроснабжения будут проводить в Якутске и ряде районов. В столице сегодня отключат электроэнергию с 14 до 16 часов на площади Ворота Якутска, в детском спортзале с оздоровительным центром по улице Циолковского, также на улицах Можайского, Гагарина, Быковского и Жуковского. В Ленске с 14 по 18 марта отключат свет с 14:30 до 18:00 в некоторых районах. В Мирном ограничат электроснабжение сегодня также в некоторых районах. Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске откроются 18 марта. Торжественная церемония состоится в Ледовом дворце Югра Мегаспорт в 8-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. В рамках игр пройдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и слэдж-хоккею, предусмотренные программой Паралимпийских зимних игр в Пекине. Игры пройдут с 18 по 21 марта. В Бурятии прошел международный фестиваль скорости «Байкальская миля-2022» на озере Байкал. За победу боролись около 100 участников. Подробности далее. Первый в своем роде фестиваль скорости «Байкальская миля» проводится с 2019 года. Основная идея мероприятия – это установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. Здесь у нас сегодня 94 пилота, которые ездят на 74, по-моему, транспортных средствах. Мы подготовили для них трассы, постарались выровнять их максимально ровными для того, чтобы на отметке 1642 метра, что и равняется Байкальской миле, они развили максимальную скорость. У нас масса рекордов, в том числе мировых. У нас замечательное настроение, потому что Байкал приветствует нас с отличной погодой. И близится к завершению второй день фестиваля. Основная дисциплина фестиваля – прохождение дистанции на скорость. Заезды осуществляются на 3 специально оборудованных ледяных трассах длиной 1,1/8 Байкальской мили, то есть 1642 метра, что равно максимальной глубине озера Байкал. Здесь каждая команда получает возможность зафиксировать высшую отметку на спидометрах своей гоночной техники. Побили рекорд прошлых лет на 20 км в час. Все благодаря нашему пилоту и главному инженеру, который этот мотоцикл пересобрал практически целиком. Оригинального тут уже ничего не осталось, кроме двигателя. Вот так. Двигатель и рама. В соревнованиях используется около 70 единиц техники, представляющие различные гоночные дисциплины. Ралли, мотокросс, шоссейно-кольцевые гонки, дрифт, драг-рейсинг и другие. Нашими участниками сейчас были установлены несколько рекордов. Во-первых, в первый день фестиваля Сергей Кабаргин развил максимальную скорость в дрифте
Это, по-моему, 253 км в час. Кроме того, уже во время официальных соревнований, официального мероприятия был побит автомобильный рекорд. Сейчас одна из команд с реактивным автомобилем, с реактивным двигателем, точнее, побила предыдущий рекорд и развила 258 км в час. 2 дня катаюсь. Сегодня был лучший результат 117 км в час. Просто приехала посоревноваться сама с собой. Именно из-за суровых природных условий мероприятие является уникальным достижением в истории авто и мотоспорта. Это испытание и вызов не только для пилотов, но и для разнообразной техники, участвующей в соревнованиях. В Новосибирске состоялось яркое фитнес-событие «Кубок города по бодибилдингу». Свои безупречные тела мужчины и женщины демонстрировали в ДК имени Октябрьской революции, где собралось множество поклонников железного спорта. В турнире участвовали как новосибирцы, так и спортсмены из других регионов. Женщины и мужчины соревновались в 12 категориях и номинациях, среди них фитнес-бикини, боди-фитнес, бодибилдинг, как классический, так и пляжный. Чемпионат организовала Новосибирская областная федерация бодибилдинга. Начала я подготовку год назад, и здесь важно иметь не только форму, но также и оттачивать позирование. Потому что позирование – это не только красота тела, но также и умение чувствовать себя, свои мышцы, тело и так далее. В Алдане состоялся открытый дальневосточный турнир по вольной борьбе. В соревнованиях, проходивших в течение 2 дней, приняли участие 35 команд из 17 районов Якутии и Амурской области. Силами померились 512 юных борцов от 7 до 14 лет. Проведение турнира, посвященного памяти первого в Алданском районе мастера спорта по вольной борьбе Виталия Владимировича Енохова, инициировали жители села Хатыстыр. Имя знаменитого спортсмена носит сельская детско-юношеская спортивная школа. В районную команду вошли порядка 50 школьников из сел Хатыстыр и Кутана, а также из поселков Угаян и Нижний Куранах. Массовость соревнований свидетельствует о том, что вольная борьба у школьников и подростков пользуется популярностью. Соревнования собрало очень большое количество спортсменов. Мы давно такого уже не видали. Я думаю, в Алданском районе так давно не было таких соревнований. Но про вольную борьбу можно много рассказать. Но я думаю, вольная борьба – это спорт номер 1 в Республике Саха-Якутия. Мы имеем 2 олимпийских чемпионов, 1 серебряного призера Олимпийских игр. И данный вид спорта является любимым видом спорта якутян. Сборная Ленского района одержала победу в домашнем чемпионате республики по мини-футболу среди команд первой лиги. В финале турнира ленчане со счетом 3-2 обыграли соперников из Усть-Алданского района. На 3-ю ступень пьедестала взошла сборная Мирнинского района, которая в бронзовом финале со счетом 3-1 выиграла у команды города Якутска. По итогам турнира были определены обладатели 6 путевок на финал спортивных игр народов республики. Помимо тройки призеров турнира, грядущим летом в Усть-Алданском Улусе будут состязаться сборные города Якутска, Мегино-Кангаласского района и Северо-Восточного федерального университета. Игры пройдут с 4 по 9 июля. Жгучий бизнесмен. 12-летний каратист Матвей Фомкин из Екатеринбурга зарабатывает на выжигании досок, чтобы оплачивать взносы для участия в соревнованиях. Карате Матвей занимается 6 лет. В спортивном клубе ребят не только тренируют, но и готовят к соревнованиям различных уровней. Организовать собственный бизнес каратист решил, чтобы оплатить взнос на чемпионат России. Первый для Матвея, так как на состязания допускают с 12 лет. Спортсмену пригодились навыки, приобретенные на уроке технологии в школе. Я искал, как можно подзаработать. И пришла в голову идея создать профиль в Инстаграме. И начать выкладывать туда фотки досок. И на меня постепенно подписывались, и заказы пошли. По словам мамы Веры Фомкиной, первые 5 изделий купила ее коллега, что очень вдохновило сына. Обладателем доски ручной работы стал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Мы были в шоке. Сначала мы были в шоке реально, и Матвей, и я, потому что, в принципе, просто задали вопросы, там попросили фотографии. Но когда вот начались эти заказы, то есть он немножко у нас и материала не было сколько было заказов поначалу. Перед праздниками заказов стало больше, и спортсмен собрал необходимую сумму для взноса. С этих денег, которые заказы, я покупаю доски. Выжигатель у меня сначала сломался, но мне перекинули деньги там добрые люди. Но я трачу деньги на доски и в плюс выхожу в плюс. По словам тренера Кирилла Будкевича, Матвей перспективный спортсмен, и у него есть все шансы побороться за звание чемпиона России. Перспективный. Изначально, когда он пришел, сразу же начал показывать успех в спорте. Упорство его, характер его. И на данный момент мы видим все результаты его на глаза. После соревнований юный предприниматель планирует продолжить бизнес, чтобы финансово помогать маме. Французский бульдог из Санкт-Петербурга по кличке Барон быстро завоевал популярность в интернете благодаря необычному навыку. Пес шустро катается на скейтборде. Чтобы научить Барона кататься на скейтборде, хозяйке Веронике пришлось самой освоить азы этого вида спорта. Зимой пес тренируется на парковке, а в теплое время года предпочитает кататься на уличной площадке, где часто привлекает внимание прохожих. Именно это подтолкнуло хозяйку Барона к созданию профиля в соцсетях. Просто была в голове мысль, что почему-то должен кататься. Потому что я знаю, что французские бульдоги имеют такую способность. Почитала в интернете информацию. Взяла оттуда какие-то моменты. Купила скейт самый дешевый. Один день показала, на второй день сам поехал. О датах и событиях сегодняшнего дня смотрите в следующей рубрике. На календаре 14 марта. Сегодня отмечают День православной книги, Международный день рек, Международный день числа Пи. По народному календарю сегодня Евдокия Свистунья или Авдотья Плющиха. Прозвище Евдокия Свистунья связано с тем, что в ее праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии святую так прозвали, потому что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом. Назывался этот день также Авдотьей Плющихой, потому что весной лед и снег плющит, раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Этот день в истории. В 1794 году в этот день американец Элли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна. В 1900 году 14 марта в США узаконили золотой стандарт – финансовую систему, у которой роль всеобщего эквивалента и основы денежного обращения выполняет золото. Сторонники золотого стандарта отмечают, что его использование делает экономику более стабильной, менее подверженной инфляции, поскольку при золотом стандарте правительство не может печатать по своему усмотрению деньги, не обеспеченные золотом. В 1956 году в этот день продемонстрирован первый в истории видеомагнитофон. Он был катушечным и предназначался исключительно для профессионального использования в телестудиях. 18 лет назад в этот день главой Российской Федерации повторно избран Владимир Путин. 14 марта 2004 года состоялись выборы президента Российской Федерации. Из 6 кандидатов в первом туре большинством голосов Владимир Путин одержал победу на выборах. В этот день родились Иоганн Штраус, австрийский композитор, скрипач и дирижер. Альберт Эйнштейн, немецкий физик, один из основателей современной физики, нобелевский лауреат. Василий Песков, советский и российский писатель, журналист, путешественник и телеведущий. Наина Ельцина, российский общественный деятель, первая леди России. Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.
С минуты на минуту в перинатальном центре Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины республики начнется торжественная выписка тройни. 3 девочки родились в семье Виктории и Александра Авдышевых в конце прошлого года и после профессионального дохаживания сегодня едут домой. Наш корреспондент Ульяна Шагина поговорила с мамой и заведующим отделением. Мы сейчас находимся в перинатальном центре Национального центра медицины. И сегодня здесь с минуты на минуту произойдет торжественная выписка тройни, которая родилась в конце прошлого года, лечилась, восстанавливалась, росла. И, наконец-то, сегодня они поедут домой. Рядом со мной мама тройни, мама 3 девочек. Вы уже назвали, да, малышей своих? Да, здравствуйте, назвали. Первую дочку зовут Амелия, вторую Велена и младшая Милана. Девочки родились на 29-й неделе, да? Да, все верно, на 29-й неделе, в конце декабря, 29 числа. Но сегодня уже им хорошо, они уже растут, они уже догоняют, да? Да, самая старшая 3 килограмма 400, средняя 3 200 и младшенькая 3 килограмма 100. Но это у вас первые малыши, первые дети? Да, первые. Вот поделитесь, пожалуйста, своими эмоциями, насколько это вот стать впервые мамой и сразу вот 3 детей? Если честно сказать, я узнала только на 19-й неделе, что у меня тройня, так как у нас в районе нету специалистов УЗИ. И вот когда прилетела в отпуск, вот тогда узнали. Конечно, были шокированы. Мужу сразу сказала, и маме тоже. Получается, родители моего мужа узнали только тогда, когда родились наши дочки. То есть вы никому не Да, говорили? никому не говорили. Да, никому не говорили. Ну, поздравляю вас, желаю девочкам, чтобы они росли здоровыми, красивыми, умными. Ну, а рядом со мной сейчас заведующая отделением патологии Елена Анатольевна. Елена, добрый день. Добрый день. Ну вот расскажите, в каком состоянии были девочки, когда родились, и насколько сейчас в наших современных условиях сложно выхаживать таких малышей? Ну, девочки родились на 29-й неделе. По современным понятиям это даже не относится уже к крайней незрелости. В родзале их встречали 3 бригады реанимации новорожденных. И уже с момента рождения девочкам была оказана такая щадящая реанимационная помощь. То есть стабилизация дыхания, введение курасурсов, все это проходило неинвазивным способом, что сохранило наши легкие у девочек. И в дальнейшем также поддерживалась неинвазивная вентиляция легких. Благодаря вот таким щадящим технологиям, которые возможны вот в современных условиях, девочки у нас достаточно быстро для этого срока стабилизировались. И в течение 2 недель постепенно мы их забрали на 2-й этап выхаживания недоношенных детей. И 2 месяца вместе с мамой Викторией фактически выхаживали этих детей. Уже это было близко к выхаживанию, как вот в утробе матери, да, то есть в основном это было согревание, питание маминым молоком, по необходимости немножко было обогащение, докармливание этих детей специализированными смесями и просто отслеживание за тем, как развиваются девочки. Активно использовался и развивающий уход, то есть мы достаточно быстро начали выкладываться на кенгуру к маме, непитательное прикладывание. И благодаря этому у нас мама практически все время находилась с мамой, с детьми 24/7. И никакого стресса, я думаю, у мамы по ходу выхаживания особо и не возникало, потому что всегда рядом были обученные сестры, были опытные врачи, которые, и самое главное, была хорошая психологическая поддержка еще медицинского психолога. Спасибо большое. Но я скажу, что в перинатальном центре это не первая тройня. В прошлом году их родилось целых 5, и 2 из них уже в этом году торжественно выписались. Так что уход и профессиональное дохаживание таких малышей, конечно же, здесь, в перинатальном центре, на высшем уровне. И вообще рождение тройни, если рождение одного малыша, это уже чудо, а когда рождается тройня, это чудо вдвойне. Так что пожелаем нашей мамочке уже тройни, да, и отцу Александру, в семье Авдышевых счастья, чтобы дети росли здоровыми и сильными. У меня на этом все. Кристина, передаю слово коллегам.
Симфонический оркестр Мариинского театра, хор и солисты под управлением народного артиста России Валерия Гергиева дали 2 концерта в московском зале «Зарядье». В программе прозвучали сочинения русских композиторов. Гостей дневного концерта ждали сочинения Николая Римского-Корсакова, сюиты Шахерезада и «1001 ночь». На вечернем концерте прозвучало 3-е действие оперы «Сказание о невидимом граде», «Китеже» и «Деве Феверонии». Также музыканты исполнили картинки с выставки Модеста Мусоргского в оркестровой редакции Мариса Равеля. И в завершение о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня минус 13, ближе к ночи ожидается минус 22, порывы ветра от 2 до 5 метров в секунду. В Нерюнгри минус 12, ближайшей ночью температура воздуха составит минус 18 градусов. В Ленске минус 15, ночью температура воздуха опустится до минус 26 градусов, ветер до 3 метров в секунду. В Мирном минус 14, атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер до 5 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 13 градусов, ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 26, ветер от 2 до 5 метров в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале. Еще больше информации на наших сайтах. До встречи в эфире.